Согласно Писанию, Иисус принимал крещение, окунувшись в теплые воды реки Иордан. Вслед за Спасителем миллионы верующих по всему миру ежегодно сохраняют эту традицию. В Якутии обычай тоже стал любимым, несмотря на то, что церковный канон не требует погружений и ныряние в прорубь является чисто народной традицией, большинство верующих соблюдают ее неукоснительно. Я решилась не так давно, это вот второй раз. Преодоление себя и чтобы веры, чтобы было все хорошо. Ощущение вот этого заряда, вот этого всего хватает прям на весь год, и не болеешь. В Якутске в крещенские дни на территории Зеленого Луга появляется праздничный городок. Ледяная купель располагается внутри большой армейской палатки, помещение отапливают тепловые пушки, а большие лампы льют яркий свет даже ночью. Безопасность верующих обеспечивают сотрудники МЧС, полиции, казаки, медики и даже водолазы. Всего в данных мероприятиях по обеспечению безопасности привлечено 637 человек, 133 единицы техники. Также привлечены спасательные службы, водолазные службы привлечены в готовности. Выставлены посты в местах проведения купания, пункты обогрева. Несмотря на 50-градусный мороз, в брезентовой палатке комфортная температура. Здесь есть где переодеться, а спуск в прорубь сделан так, чтобы окунувшийся в ледяную воду человек смог легко из нее выйти. Тут нету даже, сказать, метра глубины. Тут оборудованный, получается, спуск, и там как трап. Буквально там по пояс может быть, может чуть меньше. Человек окунается и все, и спокойно выходит. Перед началом массовых купаний воду в Иордане традиционно осветил архиепископ Якутский и Ленский Роман. Одним из первых в ледяную купель окунулся глава Якутии Айсен Николаев. Окунаемся на крещенские купания постоянно с тех пор, как Досточтимый владыка Зосима в свое время здесь, в Якутске, эту традицию основал. Это было, если не ошибаюсь, 2005 или 2006 год. Ну и потом как-то повелось, и вот с тех пор я практически никогда крещенские купания у нас в Якутске не пропускаю. Для меня это уже не просто там как какой-то ритуал, это для меня на самом деле очень важное и духовное, жизненное событие, которое я каждый год обязательно здесь вместе с верующими, вместе с нашим духовенством нашим православным всегда встречаю и окунаюсь в освященные воды реки нашей Великой Лены. В праздничные дни купель посетят около 25 тысяч человек. Сюда придут люди разного возраста, профессий и званий, но всех их объединяет праздничное настроение и вера в то, что крещенская вода очищает не только тело, но и помыслы. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Якутск.